Так, ребята, где мой свет? 12 число, 12 декабря. 12 декабря. Готовлю завтрак. Завтрак, обед, все вместе будет у меня. Один раз сварю и хватит на завтрак. Потом сходим в тайгу. Придем, опять покушаем и уже будем возвращаться домой. Сейчас я отварил рис у меня на печке. И туда еще закину я тушенку. И будет такая еда на сегодня. Жир, вода и хрен его знает, что еще там. Написано, что мясо говядины. Сейчас. Рис. Вчера вечером я ничего не снимал, так как ничего такого у меня, чтобы рассказать, показать, не было вечером. Просто я пришел, как всегда, возле дома там, возле избы, суета, заготовка дров. И вон какая желе. Ну это желе, конечно, тоже не знаю, что там. Ну фиг с ним. Короче, даже не варил вчера. Я вчера доел свой этот макарон. Все хватило. И спать лег. Ой, и лег спать. Лег спать. Все, я еще немножко подержу на огне. Пусть потомится. Вот так. Ну что, сейчас время без 7:07. Без 7:07. Где-то через час уже рассветет, сейчас темно. Ой, блин, рука. Что-то... Через час, ну где-то схожу один без видеокамеры, наверное, также. Может, возьму камеру, схожу на тот берег, еще на часик. У меня там работы. На час схожу и как придем, все это я уберу. И уже надо идти, собраться и идти обратно домой. Так что все высохло. Так что поход заканчивается. Ни одного выстрела не сделал этот поход. Но даже и в банку даже не хочется стрелять. Хотел попробовать новый патрон, но попробую на следующем походе, как я подкладку сюда поставлю, еще постреляем, как покажет. Надо чуть-чуть эту сторону приподнять, так, чтобы оптика так что смотрела. Эта сторона выше, чтобы была на 100 миллиметров. Потому что видно, не видно. У меня тут на ноле стоит. И дальше, вот, скажем, в одну сторону крутится. Во. Хоть сколько крути. А в ту сторону, куда мне надо еще, на одну дольку, на одно деление покрутить, у меня уже возможности нету. У меня оптика так стоит, что надо приподнять, под кольцо подложить, и уже будет шанс немножко чуть-чуть покрутить. Так что
Этим я займусь дома и к следующему походу все это сделаю, постреляю. Надо пристрелять. Потому что сейчас невидимой планкой надо стрелять. Также пристреляю на 50 метров. Это разницы для этого карабина нету, что 50, что 150. Одним прицелом потом пуля летит. Это уже проверил. Вот так. Ну все, будем ждать, пока приготовится рис с тушенкой. Позавтракаю, чай попью. И сходим, посмотрим. Ну вот. Вот такой рис получился. Вода все выкипела. Там жир от консервов. Мясо. Будем считать такое мясо. И рис. Больше ничего, никакой приправы тут нету. Угу. Очень вкусно. Действительно подкачал. Я видела, что коллеги даже его пробовать не стали. Томата здесь нет совсем, и рыбка какая-то очень мелкая. Я уже в тайге, ребята. Вон такой сосняк. Осенью не раз здесь я проходил. Там дальше просека. Так и хочется туда еще, туда сходить, побродить. Но времени нету. Я до сюда полчаса, наверное, как-то. Так, подожди. Да, 30 минут как-то так, наверное, пришел. И обратно спускаться буду еще 30 минут. Все задуманное на сегодняшний день я уже сделал. Полчаса работы, в принципе. Нормально. Все. Возвращаюсь. Старые следы у куницы. Там еще несколько переходов было. Бродят. Не ожидал, что столько их будет в этом году. О, сейчас уже как катит. Ну. Хорошо катит. Вот такая лыжня остается после меня. Был бы еще пару дней у меня в запасе, я бы еще сходил в ту сторону, на север. Да ладно. Еще у нас 2 месяца впереди охоты. Январь, февраль. Там уже закрытие. А после закрытия я с ружьем не хожу. 28 февраля последний день, когда закрывается. Так что с ружьем еще будут походы, я думаю. А сейчас я пойду на избу обратно. Соберусь, не спеша все. Там еще надо печку измерить, там в задумках времянку, печку из железа тоже приварить. Маленькую как-нибудь, не очень большую, чтобы как на избу пришел, там затопить быстро, чтобы нагрелась изба. А то сейчас я приехал, хорошо, что тепло, и то долго нагревалась. Я не знаю, почему, но изба у меня холодная. Или на сыром месте стоит изба из-за этого. Не знаю. Это загадка для меня. Вот так. Приходится 2 раза топить. Ну и осенью 2 раза, в принципе, я затапливаю. Только дятлы стучат. Ветра ничего нету. Полный штиль. 3 градуса, наверное, сегодня. 3 или 4? 3, наверное, было. Думал, мороз будет. Вчера как-то прояснялось к вечеру. Нет.
Вот так. Как же быстро все пролетело эти 4 дня. Вот вечером придешь на избу устал и думаешь, завтра надо отдохнуть. А с утра проснешься, уже ты выспался. Сейчас ночи длинные, вот куница тоже. Ночи длинные и высыпаешься. Организм отдыхает. И по-новому с утра уже хочется. Это сейчас полежнее, обратно иду как-то легко и красиво. Когда по целине идешь, все равно усталость накапливается. Вот так. Так и идем. О, еле как по целине. Не погазуешь. Ну, километр 10-12 можно по такому снегу пройти. В январе, вот следующий поход сюда, наверное, в январе у меня будет. И думаю, но дни уже чуть-чуть будут длиннее, светлее, может. И больше километража будем наматывать. Хотя бы километров 15 за день, так, не спеша. Но круг такой уже надо делать. 15-17. Но больше где-то зимой 22, наверное, я один раз даже с навигатором так. Я включил с избушки и с навигатором я прошел 22 километра по снегу. И проваливался примерно вот так же. Примерно вот так же. Это было в феврале. Да. Дни уже длинные были. Последние дни охоты. И я, короче, ходил, охотился и 22 километра прошел. Ни выстрела, ничего. Кто сейчас в кого будет стрелять? Да и в принципе люди сейчас, ну кто капканами еще занимается, еще может выйдет в тайгу, а так все дома сейчас. В следующий раз уже в декабре, наверное, получится, если выйду на первую избу и возле речки. Там эти 5 косачей, когда я шел сюда, 5 косачей я видел, они к речке, они в жиру летели. Стопудово. Стопудово. Или может уже там собираются косяки там. Что возможно там будет охота еще на косачей. Вот, видите как. Ну, снег, что есть. Сейчас проваливаешься почти до земли и так, нормально. А если выпадет, скажем, полметра, будешь идти тяжело. Если лыжи проваливаются, скажем, 20 сантиметров, снег держит, ты проваливаешься, снег на лыжи выпадает, потом ноги поднимаешь, и шаги такие короткие получаются. Так что сейчас уже по снегу без лыж тяжело тоже. А где вот ходили 2 дня мы возле реки, возле ручьев, там ельники, и там пешком только в путь можно ходить спокойно. А на лыжах там ужас. Сейчас точно не пройти. Там валежники все еще не закрыты снегом. И
надо трудно идти, и все время надо следить, чтобы лыжи не сломать. Или еще что. Вот. Ладно, короче, я сейчас пойду на избу, а там уже соберусь и пойдем домой. У нас целый день еще уйдет. Мы будем в пути до машины целый день. До темна не знаю, успею, нет, но главное до машины дойти, а там на машине уже. Вот на машине, наверное, где-то километров 7, наверное, я проехал. 7-8. Но где-то 8 километров, наверное, есть. 8 будет, если до избы. Тудын-тудын. Да, примерно так. Но это последний поход тоже на УАЗике сейчас. Нет-нет, да снег навалит и дорога закроется. И буранист уже один знакомый говорит, куда нам УАЗика едешь, бураницу испортишь. А там оказалось, бураница не ездят уже, все на буранах. А моя колея там на УАЗике все еще видна, спокойно там. И УАЗик тоже не такой супер вездеход, чтобы по глубокому снегу ходить, ездить. Сейчас вот поедем обратно и все. Я поставлю в гараж и в лес уже на нем не поеду. Я и не думал сейчас уже, что я съезжу куда-то. Но пока снега нету, дай, думаю, попробую. И угадал, в общем, в тепле, на УАЗике тепло. А сейчас я вот прошагаю все эти, целый день я весь вспотевший приду в машину, там машина нагреется, там бушлат у меня, переоденусь. Тырым-тырым, все продумано до мелочей, короче. Это уже похоже на следы лисы. Лиса и след куницы там, наверное. 2 следа. Сперва куница прошла, но второй это лиса. И возле рек, там возле избушки тоже в гости приходила уже лиса. Но главное, лыжню мою, тропинку не переходит, блин. Возле тропинки там идет, буквально там полкилометра так прошел, а не перешел мою тропинку. Осторожный гад. Хотя бывает там, одноклассник говорит, осенью, изба там приоткрыта, дверь была, говорит, возвращаюсь из леса в избу. А там все разбросано там со стола. И что за хрень, говорит, такая. А ночью, говорит, опять какой-то шорох я услышал, вышел, а там эти два глаза, говорит, сверкает лиса. В избушку заходит, не боится. А здесь какой-то осторожный. Да и с капканом, когда охотники ловят, тоже какие-то нюансы надо знать, чтобы капкан попал. Осторожный гад. Но я лису не стрелял и в капкан еще не попадала. В капканы вставлял как-то, после армии занимался тоже этим, но да и невыгодно сейчас лису ловить, наверное, 400 рублей, наверное, принимают шкура у лисы. Сейчас шкурки вообще дешевые, никому это не надо. Только вот куница более-менее, наверное, сейчас в этом году 1700 максимум цена. 1600, 1700. Сейчас вот на декабрь месяц расценки придираются, 1400 принимают. Так что, если десятками ловится, это тоже, скажем, выгодно. За зиму, если одного ты поймаешь, чтобы ездить, ходить, тратить бензин там, это невыгодно даже охота. Так, ребята, я уже все убрал тут, остается только переодеться. И что я включил камеру? Рюкзак вот мой. Короче, были вопросы, советы, чтобы я
поставил второе стекло. Но видно, зритель не замечает, что стекло у меня тут стоит. Второе стекло. Вон там, за этим стеклом рама. Первый слой стекла получается. И здесь второй слой, без рамы, без ничего. Это я обрезал, так в Сыктывкаре обрезку сделали мне по размеру стекло. И я, короче, прикрепил там рейку, потом стекло на герметик поставил. И вторую рейку. У меня уже, наверное, года 2 это стоит. Уже, ну, знаете, вот даже я прибил вот сюда рейку, что попутчики, кто придет в этот, когда я поставил стекло, она прозрачная была, и не заметишь, что тут стекло стоит. И для этого я прибил сюда, ну, на саморезу прикрепил такую рейку, чтобы в кружку не попадало стекло или еще. Короче, я ответил на ваш вопрос. И спасибо за совет, что вы предлагаете, что в избушке теплее было вторую раму поставить, но у меня стекло стоит, наверное, 4 миллиметра толщиной стекло здесь. Помнится как-то так. Не тройка, а четверка. Или тройка, или четверка я вставил стекло уже. Ну вот сколько лет уже стоит. Я боялся, что с размером не угадал чуть-чуть на миллиметр. 2 миллиметра надо меньше было сделать, чтобы был зазор. Потому что вдруг изба будет там ходить ходуном, стекло может лопнуть. Так что зазор должен быть. Но у меня тут нету. Впритык я поставил как-то. Здесь вон тоже то же самое тут. Ну вот видите, паутина, там грязь. Все это уже сколько, ну, пару лет уже стоит. Так, второе, что я хотел показать, это на осенней охоте я прибил вот сюда полторашки. Вон, видно, полторашки я прибил. Сразу пошли комментарии, что здесь будет конденсат и дерево сгниет. С этим я с вами, ребята, соглашусь. Соглашусь, вот здесь вот конденсат стекла потекло. Я вот первый день я забыл поснимать, но потек, короче, или как там. Ну, короче, стекла вот сюда под бутылку. И здесь немножко вон даже стоит. Вон. Вон. Видно, что конденсат есть. Но прошло вот 2 суток. И все высохло. Вот здесь я боялся, что здесь в круговую будет конденсат. Все, ребята, высохло. И это значит, ничего страшного такого нету. Хоть ты с бутылкой, без бутылки, все равно в избушках инеем покрывается стена. Инеем покрывается, и конденсат идет. А самое главное, что, ну, вот смотрите, здесь все, воздух ходит. Сверху, снизу. Вот прибито посередине у меня еще. В принципе, вон. Воздух ходит, и значит конденсат испаряется. Вот так. Там машина наверное, как-то. Нет. О, тут щель, блин, с кулак даже. Вот почему в избушке прохладно. Вот так. Потому что везде мышиные щели. И, ребята, я даю вам совет. Сделайте то же самое. Вот у меня сделал. Здесь мышка не может подниматься, скользит у него лапы. Вон, вот тут. Все сухо, во-первых. И во-вторых, я когда пришел в избушку, было темно, но я ничего не стал снимать. Но ни одного говна. Октябрь, ноябрь, декабрь. 2 месяца прошло с прошлого раза, как я приезжал сюда. Ни одной какашки тут не было. Значит, они тут не смогли подняться. Вот тут у меня, вот тут. Они как бы по пазу идут. Сюда пробегали, вот здесь, тут.
Я все везде им дорогу закрыл. Вот здесь надо бы еще вот до сюда. Потому что вдруг они тут... Вот у меня здесь надо еще закрыть, да. Здесь они не смогут подниматься, а тут, если оттуда прибегут, они вот по бревнам, они умудряются вот. Здесь могут зайти. Ух, блин. Вот это я объяснил, ребята. Аж... Ай, да. Короче, вы поняли. Даю совет. Делайте так же. И мышки, не мыши-то есть. Мыши не будут подниматься на стол. И сколько? 3 ночи я здесь пробыл, и мышей не было. Ни шороха, ничего. Не знаю, куда-то пошли, или куницы все это жрут вообще. Не знаю. Время уже 10 часов. Ё-моё. Надо бегом уже идти. Короче, все. Я собираюсь и пойдем домой. Возвращаемся домой, короче, в Нижеру.